Ключевыми достижениями Министерства экономического развития региона за прошедший год являются рост индекса промышленного производства, АПК, оборотной торговли и рост индекса развития агропромышленного комплекса. Безработица, которая у нас была ранее, в предыдущие годы, в 2024 году нам удалось снизить на 1,1%, то есть сегодня уровень зарегистрированной безработицы в республике составляет 7,8%. Также важно отметить, что Республика Ингушетия занимает лидирующие места. Это второе место в округе, третье место в целом по Российской Федерации по приросту числа населения. Основной задачей Министерства экономического развития является выполнение всех государственных программ, которые сегодня реализуются в Ингушетии. По большей части наш регион нацелен на аграрный сектор, и в последние годы наблюдается тенденция роста промышленного производства. В прошедшем году был запущен завод по производству алюминиевых сплавов с объемом выпускаемой продукции более 10 тысяч тонн в год. Также в 2024 году был зарегистрирован первый на территории СКФО алюминиевый кластер, куда входит 15 резидентов всей России. Набирают обороты также ранее введенные объекты. Это заводы по производству алюминиевых радиаторов и полимерных труб. Та работа, которую мы проводим сегодня, допустим, если мы сегодня подписываем инвестсоглашение с инвестором, то результаты этой деятельности мы увидим через 2 года. Через 2 года, 3 года, когда проект будет уже реализован. В Ингушетии на сегодняшний день 24 государственные программы, которые находятся под сопровождением Министерства экономического развития. Общий объем предусмотренных лимитов более 33 миллиардов рублей. Одной из самых интересных для жителей Ингушетии является региональная программа «1000 квартир», которая действует с 2014 года. С начала реализации в ней приняли участие 280 человек. В 2024 году, благодаря усилиям правительства Республики Ингушетия, мы увеличили лимит по данной программе, что позволило нам вовлечь дополнительно еще 72 человека, которым сберегательным банком одобрено получение ипотечного кредитования по линии приобретения имущества, квартир. На сегодняшний день в республике функционируют крупные компании, чье производство пользуется спросом во многих регионах страны. Это агрокомплекс «Сунжа», птицекомплекс «Южный», сад-гигант, РИАК, «Реал», завод по производству полимерных труб и другие. Продукцию поставляют как внутри страны, так и экспортируют за ее пределы. В регионе есть центр экспорта, который сопровождает экспортные операции. Российским экспортным центром предусмотрено возмещение части экспортных операций. То есть сегодня государством все делается для того, чтобы то санкционное давление, которое сегодня оказывается на нашу страну, чтобы оно было менее заметно, и это довольно-таки хорошие такие механизмы, методы поддержки всех наших производителей в целом по всей стране. Малый и средний бизнес в Ингушетии тоже растет. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 20 тысяч самозанятых. Им оказывается поддержка такими организациями, как «Мой бизнес», «Бизнес-инкубатор» и Центр поддержки общества. За последние годы также были реанимированы простаивающие объекты. Махмуд Али Калиматов уделяет этому особое внимание. На сегодняшний день в Ингушетии реализуются также инвестпроекты. Республику Ингушетия посетила делегация правительства Российской Федерации во главе с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Назарова Сергея Макаровича. Мы побывали на всех инвестиционных объектах, которые у нас сегодня строятся. И в рамках данного визита состоялась закладка камня на промышленной площадке в городе Карбулак. Это завод по производству сжиженного газа и завод по производству бытовой химии. Стратегия развития экономики республики запланирована до 2030 года с перспективой до 2036. Это достижение целевых показателей, повышение индекса промышленности, рост средней заработной платы. Мадина Цора, Магаз 24.